Что такое горизонт? Я за ним, а он вперед. Как суметь его догнать? Может, нужно побежать? Горизонт какой смешной. Я назад, а он за мной. Я бегу, он по пятам. Там, где я, уже и он там. Горизонт такой чудак, нам не встретится никак. 5 августа – день разглядывания горизонта. Горизонт – это воображаемая линия или место встречи небесного купола с землей, как говорил Хоттабыч в известном фильме. Этот малоизвестный праздник призывает нас провести хотя бы полчаса, выходя на открытое место и вглядываясь вдаль, чтобы воображению дать волю и создать свои собственные картинки. Возможно, именно так мы найдем то магическое место, где небесный купол и земля сливаются в одно целое. Праздник несет в себе долю загадочности и манит нас о открытых горизонтах что-то найти свое новое и удивительное. Проведите это время с пользой, расширяя свое воображение и наслаждаясь красотой окружающего мира. Доброго всем утра! Мы приветствуем всех наших дорогих и любимых телезрителей. Вы смотрите программу «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня понедельник. Мы призываем вас начать рабочую неделю вместе с нами. Просыпаемся, заряжаемся энергией, информацией и в добрый путь. Ну что, дорогие друзья, как всегда, давайте узнаем, какая же погода у нас на данный момент за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 10 градусов. В Заречной группе 9-14. В южных районах до 13 градусов тепла. В Вилюйской 9-12, в Нижнеленских 14-15. В западных 11-15 со знаком плюс. В Колымендигирской группе улусов до плюс 13, в Янских 5-7 градусов тепла. На северо-западе до 12. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 14 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Сегодня днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 22 градусов. Вот и наступил долгожданный август. Жаркое знойное лето, можно сказать, уже позади. Среди огромного количества напитков широкой популярностью, особенно в летний период, пользуется квас. На сегодняшний день в магазинах продаются различные напитки, которые ничего общего с натуральным квасом не имеют. Соответственно, никакой пользы они не несут. Как производят вкусный, при этом полезный квас, узнаем далее. Квас – это уникальный русский напиток, прекрасно утоляющий жажду. Изобретен славянами еще в прошлом тысячелетии. Он имеет неповторимый освежающий вкус на основе живого брожения. Что же влияет на вкус кваса? Чем он полезен и зачем же квасу бродить? Давайте разбираться. Технология квасоварения не так проста, как кажется на первый взгляд. Это трудоемкий процесс, состоящий из варки, превращения солода в концентрат сусла, определенного времени для брожения дрожжей. Принцип производства напитков разный у всех производителей. Отличается он совсем немного. Но главное во вкусе кваса дает именно вода. Первым делом любой квас отправляют в систему очистки воды. Забор воды производится на уровне 250 метров. Да? Поступает вода через водоподготовку, проходит многоступенчатую очистку, да? И после этого дополнительно минерализуется на каждый состав воды, да? То есть на квас другой состав воды. Из сердца завода квас отправляют в небольшую операторскую, где за мониторами следят за процессом варки квасного сусла, основа будущего кваса. За окошком видны и главные действующие аппараты этого действа. Это 4 огромных чана с уходящими в потолок трубами. Мы набираем воду, вот сусловарочный котел, набираем воду, идет обогрев до 100 градусов. Сюда мы засыпаем квасное сусло, добавляем сахар и потом перекачиваем в бродящий танк. В бродильный танк поступает сусло, потом здесь сюда добавляем дрожжи, все это сбраживается, потом идет на фильтрацию. Там 2 дня бродит, потом фильтруем. Это отделение фильтрации, здесь уже отдельные люди работают, фильтровальщики. Потом подается в цех. Здесь мы смотрим за всеми параметрами, следим: температура, давление, пар какой у нас подается, воздух должен соответствовать нормам.
Качество кваса определяют по внешнему виду, цвету, вкусу, аромату, температуре, которые должны соответствовать установленным требованиям. При оценке физико-химических показателей определяют массовую долю сухих веществ, кислотность, содержание двуокиси углерода. Кислотность влияет на вкусовые свойства. Недостаточно или излишне кислый квас неприятен и на вкус, по этому показателю судят о правильности ведения технологического процесса. Вот такой вот долгий и нелегкий путь проходит напиток, прежде чем попасть на полки магазинов. Живой квас – это напиток брожения, сделанный на основе закваски и только на натуральных ингредиентах. А что же известно о лечебных свойствах кваса? В его состав входят помимо микроэлементов и витаминов В, В2, ПП, молочной кислоты более 10 аминокислот, из которых 8 незаменимы для человека. Кроме того, серия опытов, проведенных еще в 1913 году, показала, что квас – это территория гибели для паратифозных и тифозных микроорганизмов, а в целом напиток обладает отличными бактерицидными свойствами, так что пить его можно не только летом, чтобы охладиться, но и в любое время года. Настало время нашей утренней зарядки. Не только то, что мы едим, но и то, что мы пьем, влияет на качество наших тренировок. Так, например, тот самый квас может разжигать аппетит, провоцировать жажду или, напротив, утолить ее. Но в любом случае квасу не место в организме человека, который готовится к интенсивному фитнесу. Если вы любите квас, отложите стаканчик другой на время после тренировки. Доброе утро! Сегодня мы с вами проведем комплекс упражнений на проработку мышц спины и плечевого пояса. Для тренировки нам понадобятся гантели от килограмма до 2, либо можно заменить бутылочками с водой 0,5 литра. Перед выполнением любой тренировки не забывайте проводить суставную разминку. Начнем мы с вами с проработки бицепса. Положение. Руки прижаты к корпусу. Далее вытягиваем точно вниз, гантели развернуты. У нас будет жим точно вверх до самого конца и уводим до самого низа. Вверх и снова до самого низа. Далее мы следим за тем, чтобы у нас не было заломов кисти. Эту позицию мы исключаем. Все четко, плечевой пояс раскрыт, локоть прижат к корпусу. Поехали. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И далее мы переходим сразу к следующему упражнению. Уходим в наклон. Спина параллель с полом, локти мягкие, и мы будем делать раскрытие, верхнюю точку до уровня плечевого пояса. Также делаем 12 повторений. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И поднимаемся, закончили. И у нас остается крайнее упражнение верхней точки. У нас будет подъем гантель перед собой до уровня плечевого пояса и будем уводить обратно в нижнюю точку. Локоть также остается мягким. Работаем на 12, 12, 11, 10, 9. Исключаем инерцию в корпусе. Подъем только за счет дельт. 5, 4, 3, 2, 1. Каждое упражнение мы выполняем по 12 повторений. Комплекс повторяется в 3 подхода. И не забывайте, что если у вас нет гантелей, вы всегда можете заменить их бутылочками с водой. Хорошего дня, до новых встреч! В Булунском районе завершилась 3-я арктическая экспедиция, организованная Санкт-Петербургским университетом телекоммуникаций имени профессора Михаила Александровича Бонч-Бруевича. В условиях якутской Арктики студенты во главе с опытными преподавателями тестировали оборудование для обеспечения связи. Также проводили экологические исследования и даже сняли документальный фильм. Подробнее об этом исследовательском путешествии нам расскажут руководитель экспедиции Андрей Степанов и студент Роман Прыщинский. Доброе утро!
утро. Доброе утро. Андрей Борисович, учебный год еще не начался у многих, да, ну а вы уже успели завершить экспедицию в Арктике. Расскажите немножечко вообще о целях и задачах, которые вы ставили перед собой. В декабре прошлого года была утверждена стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года. И одной из основных задач, которую мы для себя поставили, это развернуть гибридную сеть связи в поселке городского типа Тикси и соединить Тикси, Санкт-Петербург, Архангельск, Смоленск и Самару. Нам это удалось сделать 30 числа, поэтому основную задачу, я считаю, что мы выполнили. Еще одна из задач была проведение научных исследований в области связи в интересах Республики Саха-Якутия. Я считаю, что тоже мы это успешно сделали. Мы привезли с собой приемы-передатчики, называются они АЛИС-АЭС, которые были разработаны специально для поселка городского типа Тикси. Мы эту сеть развернули. Я надеюсь, что в течение года по результатам наших исследований мы эти приемы-передатчики доработаем. И в следующем году привезем их обратно и уже установим в социально значимых объектах в подарок нашему дорогому поселку, который стал для нас уже, можно сказать, родным. Вот так. То есть это не просто такая исследовательская, да, была именно практика для учеников. Это несет свои результаты и, соответственно, каким-то образом может улучшить качество жизни. Да, Непосредственно людей, кто проживает в Тикси. А как выбиралась точка Тикси? Вот это, наверное, тоже интересная какая-то история. Собственно, вот эти вот приемы-передатчики, которые мы привезли, они названы в честь моего хорошего друга, старого знакомого Алисы Супроновой, исполнительницы песен на разных языках. И она просто в свое время привнесла, скажем так, для меня вот эти вот традиции свойственной республики. Ну, а поселок Тикси — это такое известное место, про которое все слышали, наверное, с детства. Вот, и каждый хотел бы здесь побывать, поэтому вот так мы выбрали. Так и выбрали. Мы знаем, что в состав команды вошло 10 студентов. Как происходил отбор? То есть это лучшие из лучших или это просто заинтересованные люди, либо это какие-то рабочие, дипломные работы, возможно? Отбор проводился где-то 20 человек на место у нас было. Ой. То есть достаточно серьезный, и мы отбирали, конечно, лучших ребят, которые имеют научные какие-то разработки. Вот Роман, например, приехал сюда тоже не просто так. У него, помимо опыта предыдущей экспедиции, есть еще и свои собственные разработки в рамках перспективных научных исследований в интересах Минцифры. Ну вот подробнее о своем опыте, Роман, рассказывайте, да? Как уже сказал ваш руководитель, это ваше не первое путешествие, да? Но давайте все-таки вернемся к тому, что было недавно совсем, да? Какие впечатления, какие задачи были выполнены вами и какой результат? Ну, впечатлений у меня огромное количество именно с экспедиции, то, что это природа, которая здесь есть, это люди, и вдохновляет на самом деле развивать этот проект, это заинтересованность как местных жителей, так и местных министерств в этих проектах. То, что ты делаешь это не просто так, и это действительно поможет людям в дальнейшем. К тому же с тем, что необходимо развивать отечественное производство, развивать отечественное оборудование, это действительно вдохновляет все дальше и дальше все это делать. Но мы знаем, что вы были в составе второй арктической экспедиции, которая проходила где-то на побережье, да, Белого моря. Вот о той экспедиции немножечко расскажите нам. Это была моя первая экспедиция. И когда ты приезжаешь из крупного города в такой маленький населенный пункт, где там жителей может быть 12 человек, 14, просто поражаешься природе, чистоте. То есть мы когда вышли ночью на улицу, там было северное сияние, чистое небо, просто стояли, очень долго смотрели на небо, любовались, понимаем, что навряд ли мы можем когда-то еще такое увидеть в роли студентов. То есть помимо научной работы вы восхищаетесь еще и миром, который находится вокруг вас, да? А если возвратиться все-таки с научной точки зрения, да, над чем работали вы? Я работаю над проектом, связанным с оценкой качества сети мобильной связи. Мы все с вами пользуемся мобильными телефонами, звоним родным, близким. И это достаточно актуальная, можно сказать, проблема всегда была и на всей территории России. Потому что развертывать сеть необходимо, есть разные условия. То же самое в Тикси, населенный пункт достаточно удаленный, достаточно тяжело развернуть сеть.
и необходимо проводить качественные замеры для того, чтобы определить, куда поставить базовые станции, где их размещать, чтобы обеспечить людям качественную именно мобильную сеть. Ну, получается, итоги есть? Результаты Да, конечно. есть? Конечно. По второй арктической экспедиции были выпущены несколько статей, были выявлены какие-то проблемы в оборудовании, которые быстро решались, и появляется дальнейшее развитие как раз-таки сообщения с людьми и представителями регионов. Андрей Борисович, ваш университет не первый год организует, да, такие экспедиции. А какие еще интересные проекты удалось вам реализовать? Да, это у нас уже третья экспедиция. Первая экспедиция арктическая была в поселок городского типа Диксон. И там мы проводили исследования тоже арктического оборудования. Вторая экспедиция у нас была по Нижскому полуострову. Мы объездили практически весь его и побывали в таких глухих местах, где, наверное, кроме как самолетом добраться, наверное, невозможно, при этом легкой авиации, то есть Ан-2. Но вот эта вот экспедиция, она, на мой взгляд, самая интересная. Интересная она как раз вот тем, что мы решили серьезную государственную задачу. И мне очень приятно, что мы это сделали в Республике Саха-Якутия. То есть вот то, о чем была поставлена, скажем так, задача полгода назад государством, правительством, мы это решили здесь. Вот. И поэтому вот можно сказать, что мы тоже вписали, скажем так, свои научные разработки, вот эти вот исследования в историю вообще развития нашей отечественной науки. И очень хочется сказать, что, добрые слова администрации района, которая нас поддержала, в том числе Леониду Егоровичу Попову, вот, который фактически нас обеспечил всем необходимым. Вот и поддержал. Что немаловажно, да, в таких суровых условиях проживания, выживания. Да? Есть ли планы вернуться, самое главное? Да, мы обязательно хотим вернуться через год. Во-первых, нужно будет привести наши прием-передатчики, передать их. Вот. Более того, во время экспедиции мы проводили также экологические исследования. И вот всю вот эту информацию, все отчеты мы хотим передать правительству Республики Саха-Якутия с тем, чтобы, может быть, вот эта информация помогла в развитии республики. И более того, наши специалисты, наши ребята, которые без 5 минут выпускники, они готовы помогать. Да, и в дальнейшем оказывать какую-то помощь. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир и за то, что вкладываете свои знания в развитие нашей республики и науки всей нашей страны. Спасибо вам большое. Замечательно, что сегодня вообще все различные средства коммуникации доступны нам практически во всех уголках мира. А ведь раньше все было иначе. Надежность старинных способов передачи сообщений, таких как послания в бутылке, впечатляют. Одним из самых известных примеров является 132-летнее послание, найденное в 2018 году на пляже острова Ведж в Австралии. Тоня Илман обнаружила бутылку, которая привлекла ее внимание своей красотой. Когда Илман с подругой распечатали находку, то нашли печатный бланк на немецком языке с просьбой вернуть бутылку в германскую военно-морскую обсерваторию. Записка была частью 60-летнего немецкого эксперимента по изучению океанских течений. В ней содержались данные о дате выброса бутылки и ее координатах. Записка была частью этого эксперимента, и поэтому, собственно, подтверждение тому, что это все было реально и зафиксировано, все эти подтверждения были получены, поэтому эта бутылочка и считается самой-самой древним такой находкой. Замечательные вот такие интересные новости. Ну а сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из новостного отдела, которые расскажут, что же произошло в нашей республике и за ее пределами. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу.
Средняя пенсия в России на 1 апреля составила 20 941 рубль. У работающих пенсионеров она находится на уровне 17,5 тысяч рублей, а у неработающих 21 751 рубль. Количество пенсионеров в России составило около 41 миллиона человек, из них около 19% работающие пенсионеры. Пенсию по старости сегодня получают более 81% пенсионеров. Выплаты неработающим пенсионерам по всем видам пенсионного обеспечения выше, чем работающим, за исключением выплат пенсий по выслуге лет. Эксперт уточнила, что размер средних пенсий в зависимости от региона может отличаться в 2 раза. Осень приближается, и вместе с тем активно продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону. Так, Совет Федерации повысил требования к сезонным подготовительным процедурам. Был поддержан законопроект, ужесточающий требования к муниципальным образованиям, теплосетевым организациям и управляющим компаниям. Этот документ направлен на улучшение надежности и безопасности теплоснабжения в России и обязывает все вышеперечисленные структуры быть готовым к отопительному периоду. Муниципалитеты также должны будут заниматься подготовкой бесхозных объектов теплоснабжения. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангалахского района продолжается строительство Центра культурного развития. Объект станет крупнейшим центром культуры в Якутии. В здании площадью более 3000 квадратных метров будут зрительный зал на 300 мест, административно-учебные кабинеты, небольшой кинозал, хореографические классы и музей. Общая стройготовность на сегодня составляет более 60%. Подрядчик столкнулся с обводнением земельного участка. Первый зампред республики Дмитрий Садовников осмотрел строящийся объект и дал поручение об установке насоса, что позволит решить проблему, и объект возведут до конца года. В Нижнем Бестяхе мы объекты переносили, понимая, что строители не успели, и там были объективные причины. Но сегодня объект уже максимально готовы, и в конце августа, начале сентября они готовы к вводу. Что касается объекта культурного центра в Нижнем Бестяхе, то здесь подрядчик столкнулся с обводнением территории, и сегодня, договорившись с заказчиком, с самим подрядчиком, решили установить насос для того, чтобы отвести воду с территории. И надеемся, что это поможет для того, чтобы объект вести, скажем, сегодня на определенный нами срок, которых из-за этих, скажем, дополнительных работы смещается вправо. И дай бог, как говорится, чтобы этой работой помогли. И объект мы в этом году, в текущем году ввели. За мытье машины на газоне вне своего дачного участка можно получить штраф. Садоводам придется заплатить до 5000 рублей, должностным лицам до 4000 рублей. По словам юристов, вода от помытой машины может помешать соседям или навредить состоянию почвы. Помыть машину на газоне за забором своего участка тоже нельзя. Обычные садоводы заплатят за это штраф до 5000 рублей, должностные лица до 4000 рублей. На календаре 5 августа. Сегодня отмечается День светофора. Первый светофор появился в далеком 1868 году в Лондоне. Изобрел его британец Джей Найт. Но опыт этот был неудачным. В управлении он оказался сложным, а еще через пару лет взорвался, поранив при этом полицейского. После этого его убрали и остановили попытки создания автоматического регулировщика. Но обстоятельства вынудили все же вернуться к этой идее почти спустя 50 лет. В 1910 году было запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями 2 цветов. А спустя 4 года, 5 августа 2014 года, в городе Кливленд появился прадедушка известных нам светофоров. Он имел всего 2 фонаря, красный и зеленый, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Данное событие и послужило зарождению Международного дня светофора. Какими еще датами и событиями запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 5 августа. Сегодня Международный день светофора. По народному календарю отмечают память святых Трофима и Феофила.
На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли калинники-малинники. Этот день в истории. В 1772 году в этот день состоялся первый раздел Польши. В 1941 году началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. В 1966 году, 5 августа, вышел культовый альбом в истории рок-музыки «Револьвер» группы «Битлз». В 1967 году вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd. В 1975 году в Советском Союзе вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень-Сургут, а в 1996 году в России установлены официальные символы президентской власти. В этот день родились Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года. Илья Репин, русский художник, живописец, мемуарист. Ги де Мопассан, французский писатель. Наум Габо, русский американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства. Вера Холодная, русская актриса немого кино. Василий Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник. В этот день также родился Артем Микоян, советский авиаконструктор, академик. Именины сегодня отмечают Анна, Андрей, Виталий, Михаил, Трофим и Федор. Сезон проката электросамокатов в нашем городе открылся еще в мае. Эти небезопасные транспортные средства появились по всему городу. Помимо того, что самокаты – это удобство и развлечение, в первую очередь это ответственность. Нарушение ПДД на электросамокатов может привести к штрафам, а в некоторых случаях к административной ответственности. Как избежать этого, расскажет нам юрист. Доброе утро, дорогие жители республики. Лето этого года запомнится жителям Якутска, пожалуй, наводнившими город электросамокатами. На них ездят все и всюду, и старый млад, и по обочинам, и по дорогам, и по тротуарам. Итак, давайте же разберемся, что такое самокаты с точки зрения правил дорожного движения. И вообще, регулируются ли они законом? Ответ – конечно, регулируется. С прошлого года в правилах дорожного движения ввели такое понятие, как средства индивидуальной мобильности, к коим и относятся электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, моноколеса и другой подобный транспорт. Прежде всего, стоит начать с возрастных ограничений. Так, дети младше 7 лет могут ездить на самокатах только в сопровождении взрослых. В возрасте от 7 до 14 лет на самокатах можно ездить только по пешеходным, велосипедным дорожкам и по тротуарам. И в возрасте старше 14 лет на самокатах тяжелее 35 килограмм можно двигаться по велосипедным дорожкам, и если их нет, то можно двигаться по обочине. И только в отсутствии обочины допустимо двигаться по правой стороне проезжей части, но только по ходу движения транспортных средств. Для движения по проезжей части на самокатах должны быть тормоза, звуковой сигнал, фары белого цвета и световозвращатели белые спереди и красные сзади. Кроме того, по новым правилам самокаты могут двигаться только на дорогах, где скорость ограничена 60 км в час. То есть на дорогу, где максимальная допустимая скорость выше 60 км в час, на нее выезжать нельзя. Также самокатчикам запрещено превышать скорость в 25 км в час, перевозить груз, который выступает за габариты транспорта, перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией, и перевозить детей до 7 лет без специально оборудованных мест. Пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешиваясь, также запрещено ездить со скоростью более 8 км в час. И если самокат создает помехи для движения пешеходов или подвергает их опасности, поэтому скорость там тоже ограничивается. Лицо, управляющее самокатом, несет гражданскую ответственность за вред, причиненный в результате такого управления. Допустим, в случае, если самокатчик совершит столкновение с автомобилем по своей вине, то он или его родители обязаны будут возместить водителю причиненный вред. А в случае, если автомобиль наедет на самокатчика, то это будет квалифицировано как наезд на пешехода со всеми вытекающими оттуда последствиями. Поэтому, уважаемые пешеходы, водители и самокатчики, будьте внимательны на дорогах и уважайте друг друга. До свидания. Хорошие советы, полезная информация берем на заметку. Ведь никогда не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. И предсказать события в нашей жизни мы, увы, не в силах. Но иногда, например, звезды могут помочь сориентироваться в этом бурном и непростом мире, где все быстро меняется и нужно принимать решения порой, не имея времени на размышления.
Овен. Эта неделя принесет Овнам неожиданные возможности в профессиональной сфере. Вас может осенить идея, которая требует смелых решений и быстрых действий. Постарайтесь на этой неделе завершить важные проекты и навести порядок в своих делах. Обратите внимание на отношения с близкими. Они нуждаются в вашем внимании. В любовной сфере ожидаются положительные изменения, связанные с теми, кто вам дорог. Телец. Эта неделя обещает быть плодотворной в финансовом плане. Будьте активны в решении своих денежных вопросов или улучшении вашего жилищного положения. Не бойтесь принимать решительные меры по поводу инвестиций. В личной жизни возможны мелкие недопонимания. Старайтесь не принимать все близко к сердцу. Воспользуйтесь шансом укрепить свои отношения с друзьями. Близнецы. С начала недели близнецы почувствуют, что они на вершине мира, готовые принимать решения и делать новые шаги. Это отличное время для начала новых проектов или развития хобби. В течение недели сосредоточьтесь на своем внутреннем мире и постарайтесь избежать конфликтов с окружающими. Вечером пятницы и выходные можно будет насладиться приятным времяпрепровождением в кругу друзей, и важно найти баланс между работой и личной жизнью. Рак. На этой неделе ракам стоит сосредоточиться на улучшении своих финансовых дел. Попробуйте найти способы увеличения доходов или оптимизации расходов. В середине недели вас могут заинтересовать новые предложения в профессиональной сфере. В личной жизни ожидаются небольшие, но приятные сюрпризы. Постарайтесь найти время для отдыха и восстановления сил, особенно в выходные дни. Лев. Львы будут окружены вниманием и поддержкой, что поможет им в решении текущих задач. Начало недели подходит для активных действий и реализации смелых идей. В середине недели возможно возникновение мелких конфликтов с близкими, но они будут легко разрешены благодаря вашему дипломатичному подходу. В выходные дни уделите внимание своему окружению и постарайтесь создать уютную атмосферу дома. Дева. В эту неделю девам следует уделить внимание деталям и планированию. Вы можете столкнуться с необходимостью решать сложные задачи, требующие внимательности и терпения. Постарайтесь находить время для отдыха, чтобы избежать перегрузок. На выходных можно планировать мероприятия, которые помогут расслабиться и провести время с пользой. Это также хорошее время для укрепления отношений с близкими. Весы. Весам предстоит неделя полная социальных взаимодействий и возможностей для расширения круга знакомств. В начале недели вы можете встретить интересных людей, которые могут оказать влияние на вашу жизнь. В середине недели постарайтесь сосредоточиться на собственных целях и планах. На выходных важно уделить время близким и тем, кто вам дорог. Это поможет укрепить отношения и создать приятную атмосферу дома. Скорпион. На этой неделе скорпионы будут ощущать необходимость в переменах. Это подходящее время для того, чтобы пересмотреть свои цели и приоритеты. В середине недели постарайтесь держать свои эмоции под контролем, чтобы избежать ненужных конфликтов. В выходные дни можно сосредоточиться на личных проектах и хобби, что поможет отвлечься от ежедневной рутины. Обратите внимание на здоровье и постарайтесь уделить внимание своему самочувствию. Стрелец. Стрельцам предстоит неделя полная новых начинаний и возможностей. Это хорошее время для того, чтобы реализовать свои идеи и начать новые проекты. В середине недели вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями, но ваши позитивные настроения помогут их преодолеть. В выходные дни постарайтесь найти время для отдыха и расслабления, чтобы набраться сил для будущих свершений. Ваши усилия будут оценены, что принесет удовлетворение. Козерог. Козероги могут почувствовать потребность в переоценке своих жизненных приоритетов. Эта неделя подходит для того, чтобы сосредоточиться на долгосрочных целях и построении плана действий. В середине недели вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в общении с окружающими, но это временные трудности. В выходные уделите внимание своим близким и постарайтесь провести время в кругу семьи. Это поможет вам восстановить внутренний баланс. Водолей. Для водолеев эта неделя обещает быть насыщенной и интересной. В начале недели сосредоточьтесь на решении важных задач и реализации планов. В середине недели могут возникнуть ситуации, требующие гибкости и быстрой адаптации. В выходные дни постарайтесь уделить время личным интересам и хобби, которые помогут вам расслабиться. Социальные контакты будут играть важную роль, и вы сможете завести полезные знакомства.
Рыбы. Рыбам на этой неделе следует обратить внимание на свое эмоциональное состояние. В начале недели вы можете почувствовать себя особенно чувствительными и уязвимыми. Постарайтесь находить время для личного развития и работы над собой. В середине недели возможны изменения в плане работы или учебы, которые потребуют гибкости. В выходные дни уделите внимание отдыху и восстановлению, чтобы зарядиться энергией на следующую неделю. Чуть больше недели осталось, чтобы подать документы в колледж или техникум республики. Для тех, кто еще не определился с одним из самых важных в жизни решений, мы пригласили наших гостей. Это заместитель директора по учебно-производственной работе Горно-геологического техникума Елену Абрамову и заместителя директора по учебно-производственной работе Якутского индустриально-педагогического колледжа. И знакомьтесь, это Андрей Левин. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как идет приемная кампания? Осталось совсем чуть-чуть времени. Возможно, сегодня кто-то действительно стоит у сложного выбора, и ваша информация будет очень полезна. Как идет приемная кампания? В этом году нам дали 115 бюджетных мест. Из них уже 80 заявлений поступило в наш горно-геологический техникум. В этом году мы принимаем по 5 направлениям подготовки. Это сварщики, ремонтники горного оборудования, машинисты на открытых горных работах, открытые горные работы и обогатитель полезных ископаемых. Данные направления мы выбирали в соответствии с потребностью работодателей наших основных. И поэтому данные ребята должны будут трудоустроиться и обеспечены производственной практикой. Ну и еще места свободные есть? Конечно. Так что приглашаем быстренько подать к нам заявление и поступить в наш техникум горно-геологический. Андрей, у вас как обстоят дела? У нас в Якутском индустриально-педагогическом колледже уже принято порядка 900 заявлений на 175 бюджетных мест. 75 из них на базе 9 классов, 100 на базе 11. Ну, получается, в среднем конкурс где-то 4-5 человек на одно место. Направления у нас сварщики, автомеханики, швейное производство и педагогика. Мы принимаем документы до 15 августа. Прием заявлений осуществляется через госуслуги. Можно также лично подать в наши образовательные организации. И можно также уточниться по номерам телефонов, которые можете найти в интернете. Ну да, вы вот сейчас озвучили, да, основные специальности, которые можно, да, получить у вас. Насколько востребованы они, мы, конечно, понимаем, да, ну, допустим, да, ну, все у нас, все профессии важны, все профессии нужны. Но если говорить все-таки о том, с какими предприятиями крупными вы сотрудничаете, потому что ведь это не очень важно, да, потому что многие студенты думают, отучусь, а дальше-то что? И здесь, конечно, нужны какие-то особые напутствия. Вот с какими крупными предприятиями вы сотрудничаете? Горно-геологический техникум сотрудничает с предприятиями АО «Полиметалл». Они присутствуют как раз на северо-востоке нашего региона. Это такие предприятия, как Южно-Верхоянская горнодобывающая компания, Саха-Вольфрам и Прогноз Серебро. Также наши ребята трудоустраиваются, проходят практику в Аймыконском районе, поиск золота, Сарлах, Сурьма. В Южной Якутии это АО «Колмар», ООО «Эльга-Уголь» и «Якут-Уголь». Ну и также традиционно это «Алроса» и «Алмаза Анабара». То есть остаться без работы с такой специальностью практически невозможно. Было бы желание работать. Да, действительно. Андрей, а ваши ребята куда могут дальше пойти работать? Наши ребята очень разносторонние. В основном у нас сварщики идут на Сахатранснефтегаз, Якутский котловой завод. Швейное направление, например, идут в швейные производственные фабрики, открывать свое ателье, могут стать самозанятыми, открыть свое дело. А автомеханики, соответственно, они идут в автослесарные мастерские и обслуживают все наши легковые и грузовые автомобили по всей республике Саха-Якутия. Ну и также, так как мы являемся Якутским индустриально-педагогическим колледжем, направление педагогика у нас остается, и мы закрываем кадры для самих себя, для отрасли среднего профессионального образования. Они становятся уже педагогами, учат будущих мастеров своего дела. То есть тоже найти себя возможно, да, с таким образованием? Да. Здорово. Лена Герасимовна, мы знаем, что с этого года у вас появились новые мастерские. И на это было выделено
хорошая, да, хорошая сумма. 29 миллионов. 29 миллионов. Значит, на мой взгляд, эти мастерские должны быть просто какими-то невероятными, и, соответственно, учебный процесс от этого будет более интересным. Вот расскажите про это. Да, действительно. Ведь самое важное в системе среднего профессионального образования – это практические навыки и умения наших обучающихся. Поэтому материально-техническая база – это очень немаловажно. И на данном оборудовании, которое мы закупили, наши ребята будут оттачивать свое профессиональное мастерство и будут уже готовы практически после окончания нашего техникума к выполнению основного вида деятельности профессионального. Данное оборудование высокотехнологичное, оно такое же, как на производстве, и поэтому практические занятия все будут проходить в этих 3 мастерских. Это сварочные технологии, геопространственные технологии и открытые горные работы, то есть цифровое горное дело, так называемое. Очень интересно. Да, это будет цифровизовано все, очень современно, оборудование будет суперсовременное. Вашим студентам, можно сказать, очень повезло, да? Да, действительно. Что касаемо Якутского индустриально-педагогического колледжа, мы знаем, что в этом году вы отмечаете юбилей. Для вас это знаковое событие, я уверена. Ну а какими достижениями вообще технику и ваших выпускников вы могли бы сегодня гордиться? Ой, у нас очень замечательные студенты, выпускники, преподаватели. Колледжу исполняется 90 лет. Уже с 1934 года идет работа Якутского индустриально-педагогического колледжа. Одним из последних достижений, которые можно рассказать, это участие в межрегиональном чемпионате по профессиональному мастерству. 3 студента нашего колледжа представили Республику Саха-Якутия на российском уровне. Мне кажется, очень достойно они представили. И в дальнейшем готовы уже занять первые места уже в следующих годах. Также в этом году у нас преподаватель Захарова Матрена Николаевна представила коллекцию, которую создавали также и наши студенты совместно с народным мастером Анной Зверевой, который представили в начале этого года на экспозиции в Казахстане. Здорово. Ну, то есть есть что показать, есть что рассказать, есть развитие, есть вложения. Это значит, что у наших ребят, в принципе, есть возможность получить хорошую специальность и, самое главное, быть трудоустроенным, востребованным специалистом. Да. Все верно. Но, дорогие наши телезрители, абитуриенты, если вдруг вы еще не определились с выбором своей специальности, пожалуйста, приходите, узнавайте, получайте информацию. У вас есть еще шанс поступить в лучшие техникумы нашей республики. Спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Хороших вам студентов, замечательного учебного процесса, ну и прекраснейших результатов. Благодарю. Спасибо. Ну а мы вновь передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Правительство России дополнительно направит более 1 миллиарда рублей регионам Дальнего Востока на реализацию планов развития центров экономического роста. Якутия получит свыше 114 миллионов рублей. Благодаря федеральному финансированию за последние 6 лет в регионах Дальнего Востока построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры. В том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные. Совет Федерации одобрил на заседании закон, согласно которому при банкротстве гражданина, в том числе военнослужащего, взятое в ипотеку единственное жилье не будет изыматься в пользу кредиторов. Закон создаст возможность утверждения судом отдельного мирового соглашения или плана распределения долгов за единственное ипотечное жилье ради его сохранения гражданами в рамках личного банкротства. Это позволит не продавать такое жилье на торгах при сохранении ипотеки. Закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования. Ученые из Петербурга в рамках экспедиции в Якутии испытали новый прибор связи, который поможет обеспечивать связь на хорошем уровне в арктических регионах. Тестирование приема-передатчика Алиса-С прошло в самом северном поселке республики Тикси.
Основными особенностями данной разработки являются его простота и мощность. Эффективная дальность действия сети 16 километров. Приемопередатчик можно использовать автономно. Заряда хватает на 2 дня работы. В дальнейшем, после испытаний и доработки, комплект приборов планируется передать в ТИКСИ для обеспечивания связью социально значимых объектов. В конце прошлого года была утверждена стратегия развития отрасли связи до 2035 года. И одной из задач, которая там ставится, это развертывание гибридной сети связи. Вот мы ее в рамках нашей экспедиции сумели развернуть, конечно же, в тестовом формате. Мы связали поселок городского типа Тикси, Санкт-Петербург, Самару, Смоленск, Архангельск. И таким образом, на практике показали, что на базе отечественного оборудования, в том числе разработанного в нашем университете, можно такую сеть разворачивать. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. В завершение нашего эфира мы предлагаем перенестись вам в далекий город Удачный. Здесь удивительным образом сплелись уникальные судьбы людей. Именно они своим героическим трудом, нечеловеческими усилиями и благодаря своему энтузиазму и упорству победили суровую природу Севера и доказали, что нет ничего непреодолимого. Так создавалась история алмазного города. Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая археограф Национального центра аудиовизуального наследия. Сегодня рубрика «История в кадрах» перенесет вас в Мирнинский район, в поселок с удивительным и с очень звучным символичным названием «Удачный». Если Мирный – это алмазная столица России, то Удачный – это родина первой советской кимберлитовой трубки и место, где добывалось до 90% всех алмазов страны. В середине 80-х годов съемочная бригада Восточно-Сибирской студии кинохроники была откомандирована в поселок Удачный для того, чтобы рассказать о развитии промышленных районах Якутии. Это заснеженные кадры Удачнинского горно-обогатительного комбината 1984 года. А это домашние хлопоты семьи алмазодобытчиков Павловых – Ольга Владимировна и Николай Николаевич. На момент съемок они прожили в Удачном больше 20 лет, а в Якутию они приехали в далекие 60-е. Быстро пролетело время. Вырос сын Валерий, подросли и внуки Михаил и Николай. И также незаметно менял свой облик и поселок Удачный. В 1954 году геолог Лариса Попугаева близ реки Далдын в 13 километрах от нынешнего города Удачный находит первое месторождение алмазов. И кимберлитовую трубку называют «Зорница». Еще через год, в 1955 году, геологи находят трубку «Мир», а следом за ней и крупнейшую в нашей стране кимберлитовую трубку «Удачно», которую начали осваивать только в 1967 году. С этого момента и берет свою историю город Удачный. Удачный был объявлен всесоюзной комсомольской стройкой, и сюда потянули стройотряды со всей страны. За романтикой, подвигами и за запахом тайги. А тайги здесь хватает до сих пор. Вокруг на многие сотни километров ничего. Летом непролазные топи, тысячи рек и озер, а зимой здесь стоят 60-градусные морозы. В 1976 году запускается первая очередь Удачнинского горно-обогатительного комбината. Разработка алмазов набирает обороты, и город начинает стремительно расти. С 1975 года алмазоносную руду добывали уже мощной современной техникой. Сын Павловых, Валерий, работал тогда вместе с отцом, помощником экскаваторщика. Съемочная группа Восточно-Сибирской кинохроники была очень удивлена показателями Николая Николаевича, кавалера 2 орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, почетного граника СССР и Якутии, обладателя почетного знака «Гражданская доблесть Республики Саха-Якутия». Имя Николая Николаевича Павлова в то время у всех было на слуху, ведь его средняя выработка за год была выше средней выработки рекордистов. И, кстати, до наших дней рекорд экскаваторщика Николая Павлова до сих пор еще не побит. В конце 80-х годов его годовая выработка составила 3 миллиона 360 тысяч кубометров горной массы. Опытный мастер отмечал, дело было в технике. Бригада Павлова, состоящая из 3 человек, машиниста и 2 помощников, отлично следила за техникой. Она работала стабильно и без простоев, а это значит, в
конце смены ежедневно они сдавали в среднем 3,5–4 тысячи кубических метров горной массы высотой в 5-этажный дом. Эти кадры снял для истории оператор Восточно-Сибирской студии кинохроники Евгений Корзун. Вся трудовая доблесть на этих исторических кадрах. С той поры прошло 40 лет. Сейчас Удачнинский горно-обогатительный комбинат является флагманом компании «Алроса». Комбинат оснащен современным оборудованием, которым управляют высококвалифицированные специалисты. Он отрабатывает крупнейшие и богатейшие месторождения алмазов, разрабатывает новые перспективные месторождения. Например, сейчас Удачнинский ГОК ведет добычу подземным способом на коренном месторождении трубки «Удачная». Производство идет непрерывно. Дополнительно геологоразведка показала прирост в 80 миллионов тонн, а это значит, что подземную добычу можно продолжать как минимум до 2070 года. Но вернемся героям съемок к семье Павловых. Мы решили найти внуков Николая Николаевича и узнать, как живет сейчас известная семейная династия. Младший сын Николай работал в Накыне в энергетическом комплексе. Сейчас живет в Подмосковье и работает главным энергетиком. Внук Михаил продолжил дело отца, а значит и дело своего деда. Сейчас он работает мастером участка шахтного подъема подземного рудника «Удачный», кандидат технических наук. Дерево сильно корнями, считает Михаил, и часто водит своего 10-летнего мальчишку Алешу, сына, в исторический музей, где висит фотография знаменитого прадедушки Николая Николаевича Павлова, чтобы знал, помнил и гордился. В этой сверкающей россыпи результат труда не только семьи Павловых, алмазодобытчиков самого северного комбината. Истории семейных династий уникальны, как наши якутские алмазы, ведь они внесли свою лепту в развитие любимой республики. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно! Вот на такой доброй и позитивной ноте мы завершаем наше утро понедельника. Мы желаем всем прекрасного настроения, отличного рабочего дня, ну и чтобы побольше хороших новостей сегодня случилось. Ну и как всегда увидимся завтра в это же время на телеканале Якутия-24.